Началось все с самого раннего детства. Еще до школы я проявлял интерес к изобразительному искусству. Так или иначе что-то там рисовал, черкал на листиках. Было интересно. Я пошел в первый класс в Севастополе, и там было уже профилирование с первого класса. Решили попробовать класс D, дизайн. Я один из первых зашел рисовать, и один из последних вышел, потому что многие, кто приходили, рисовали, нарисовали и ушли. Я там целый пейзаж там нарисовал с человеком, куда-то идущим на фоне, там, город и все дела. Преподаватель потом отметила, что да, у этого парня есть своего рода способности. Потом мы с семьей переехали в Красногвардейский район, в село Петровка. Мы там тоже прожили некоторое время. И вот под руководством своего преподавателя Мазур Оксаны Борисовны я постепенно уже вошел в сферу академического понимания того, чем я занимаюсь. Создание логотипа – это довольно-таки своеобразный процесс. То есть направлений в развитии очень много. Особенно, если это касается крымско-татарской культуры. Допустим, эту работу взять, просто была идея заключить в максимально простом, максимально объемный смысл. Путем каких-то перебора образов я увидел вот во внутренней части тамги, что это что-то вроде напоминает профили лиц. Основной смысл в том, что здесь есть семейное начало, это как бы основа любого народа, это семья. Мужчина не зря он с правой стороны, как символ правого направления. А женщина, она идет за своим мужчиной. При этом они смотрят друг на друга, что формирует единение. Это единение, оно продолжается в общем во всем силуэте символа крымско-татарского народа. Сейчас общий мировой тренд – это как раз-таки вот такие сдержанные, приятные, не кислотные цвета. Есть определенная база, от чего отталкивается дизайнер. То есть от специфики того, чем занимается та или иная фирма, структура, человек. Если он занимается, например, продажей детского питания, то, соответственно, шрифт, например, должен быть более веселым, более округлым, более игривым. Также и в ресторан какой-нибудь богатый, на вывеске там должен быть определенного рода изящный стиль, подчеркивающий его настроение, что это для людей, которые особо никуда не спешат. Они живут в свое удовольствие. Черный цвет мною очень любимый, как и в одежде, так и в своих работах. У нас есть образ черного цвета как чего-то похоронного, непонятного, какого-то такого мрачного. На самом деле мы приобрели это восприятие этого черного цвета. Довольно стереотипное восприятие. Если мы берем черную одежду, мы ее можем воспринимать мрачно. Если мы берем черный, там, например, классический костюм, то мы будем воспринимать его как люксово, как очень элитарно. И есть такое понятие, как цветовой круг. И грамотное использование в определенной комбинации, то есть в противоположные цвета в этом цветовом круге, либо наоборот смежные цвета, путем этого мы добиваемся определенного результата в контрасте, либо наоборот в сдержанности в дизайне. А черный цвет, он адаптивен по факту ко всему. И даже брать нашу современную крымско-татарскую культуру, вот
Я пытаюсь как-то привить чувство того, что черный цвет это круто. Во всем важен контекст. Несмотря на то, что я художник, мне довольно сложно дается очень мелкая работа. Я люблю именно более размашисто, пастозно, если мы берем именно живопись. Все равно я вижу свой стиль в будущем, наоборот, в упрощении формы. Я, например, люблю работать на плотной тонированной бумаге и работать там с двумя цветами, светлым и черным, графически. Мне нравится иногда делать какую-то некоторую незаконченность. Потому что я хочу акцентировать именно на определенных объектах. На том же минарете, либо на архитектуре самого здания Джами, например. Посредством своего творчества мне иногда хочется оставить вот это место на холсте для образов зрителя, чтобы он сам о чем-то подумал, что-то сам себе в голове дорисовал. Но самое важное в художнике это то, чтобы он нашел свой стиль. Тяга была с детства, хотелось научиться как бы более-менее адекватно танцевать. Не было как таковой цели продолжать там, заниматься, чтобы выступать на сцене. Просто хотел сначала для себя как бы понять. Я прозанимался около полугода, и я понял, что мне хочется чего-то большего. Вот. И сам Медат как бы предложил влиться в основной состав старшей группы ансамбля «Атеш». И с тех пор здесь я нашел свой второй дом. Здесь я отдыхаю. Здесь я, наоборот, и тружусь. Бывает, прямо здесь, в этом зале, приходят какие-то новые мысли, какие-то новые идеи. И результат этого вдохновения вы можете видеть здесь, на этих стенах. Потом это дальше реализовалось и в других филиалах ансамбля. То есть я расписывал стены и в Карасу-базаре, и в Буюк-Амваре. Первое, что пришло в голову, это образы танцоров, крымско-татарской девушки и парня в характерных танцевальных позах. Но основная задача была еще в том, чтобы не привлечь к стенам слишком большого такого внимания, поэтому сами картины, можно даже так назвать, сама роспись исполнена в более прозрачных, так сказать, тонах. То есть все довольно графически, контурно, но при этом читается форма, читается характер, читается само настроение. В какой-то степени эти штрихи, они своего рода языки пламени самого Атеша. Своим примером я показываю, что в принципе никогда не поздно начать заниматься танцами. То есть я пришел сюда, мне было 28 лет. Сейчас мне 32, и я до сих пор танцую. Хотя здесь есть некоторые ребята, кто танцует со мной в старшей группе. То есть они родились тогда, когда я школу закончил. Это очень хорошая практика заменять один род искусства на другой. Это помогает смотреть на некоторые вещи совершенно иным взглядом.